Канадские законодатели и лидеры политических партий Норвегии выдвинули Всемирный уйгурский Курултай на Нобелевскую премию 2023 года. Всемирный уйгурский съезд был номинирован на Нобелевскую премию канадскими законодателями и лидерами молодых либералов Норвегии, молодежного крыла политической партии Венстре в Норвегии за вклад в дело мира и демократии, а также за работу по исправлению тяжелого положения уйгуров и других тюркских народов, живущих при репрессивном режиме Китая. Сообщается, что среди лиц и организаций, выдвинувших Всемирный уйгурский конгресс лауреатом, были депутат парламента Канады Самир Зубири, Алексис Брунельду-Чеппе и лидер либеральной молодежной партии Норвегии Анни Брейвик. Бесчеловечная политика, проводимая Китаем в отношении турок-уйгуров в Восточном Туркестане, с каждым днем делает зверства еще более явными. Политика, которую Китай упорно отвергает, но которую многие страны уже признали и осудили как геноцид, на этот раз также была в повестке дня Организации Объединенных Наций. Комиссия ООН по экономическим, социальным и культурным вопросам завершила свой отчет по Китаю и обратилась к властям страны. В отчете говорится, что обращение Китая с уйгурскими турками в Восточном Туркестане может представлять собой преступление против человечности. Комитет ООН из 18 человек выразил обеспокоенность по поводу многочисленных принудительных методов, включая принудительный труд против уйгуров и других тюркских народов в Восточном Туркестане. Си Цзиньпинь стал первым лидером Всекитайского собрания народных представителей, избранным на третий срок на посту главы государства. Всекитайский народный конгресс, парламент Китая, который часто критиковали за то, что он не проводит никакой политики, кроме выполнения приказов коммунистической партии, единогласно одобрил назначение Си Цзиньпиня главой государства в третий раз. Избрание Си Цзиньпиня лидером партии и вооруженных сил еще на 5 лет на съезде Коммунистической партии Китая в октябре подготовило почву для этого решения. Разведывательное сообщество США заявило в среду в своем ежегодном отчете об оценке угроз, что стремление Китая к международному суверенитету и неопределенная обстановка, вызванная изменением климата, создадут сложную и жизненно важную среду международной безопасности для США и их союзников в ближайшие годы. Ежегодный документ был опубликован в преддверии заявлений директора национальной разведки Аврил Хейнс, директора ФБР Кристофера Рэя и других высокопоставленных руководителей разведки перед Комитетом Сената США по разведке. По предварительным данным, в результате стрельбы в церкви в Гамбурге, Германия, погибли 7 человек. Сообщается, что полиция расценила нападение с многочисленными ранеными как нападение, вызванное гневом. Видео, снятое в столице Китая Пекине, стало предметом обсуждения в социальных сетях. На кадрах были видны черви, упавшие на крыши автомобилей и улицы. Китайские официальные лица заявили, что расследуют причину инцидента и призвали жителей Пекина использовать зонтики от дождевых червей.